Всем привет, друзья! Сегодня я хотела снять видео с участием моей мамы. Мама сегодня будет готовить ребрышки. Как будет называться блюдо? Запеченные ребра. Запеченные ребрышки называется. Это ребро С овощами. Угу. Это ребро чего? Барашка. Да. Молодого барашки ребро. Сейчас будем запекать его, буду все показывать, рассказывать. Мама немножко приболела, поэтому в маске, в перчатках ради профилактики, но небось через экран ничего не передается. Так что можете смело смотреть видео. Итак, разрезаем наши ребрышки. Каким образом? Смотрите, чтобы было красиво, мама разрезает по 3 ребрышка. Вот раз, два, три. Вот таким вот образом. Ну, по 2, по 3. По 2, по 3. Если большие, можно по 2. Какие жирные ребрышки у нас, посмотрите. Сейчас с этой стороны покажу. Здесь у нас было отдельное... Покажи мне. Это мягкая часть была. Мы ее на полосочки разделили. Да, разделили на полоски вот такие вот средние. Это мягкая часть, где уже нет... Жир с мясом. Да, жир с мясом, то есть возле ребрышек был жир с мясом отдельно, его отдельно на полоски разрезали. Сейчас будем солить, мариновать на время. Да, сейчас будем на время мариновать. Для мариновки нам понадобится соль. Это все по вкусу, да? Угу. По вкусу смотрите пропорции, то есть будете сами смотреть, как хотите, чтобы соли было мало, либо чтобы было чуть побольше. Так как у нас свежее, мы свежее мясо. Да, вот немаловажно, чтобы мясо, то есть ваше мясо, вы должны знать, оно свежее, либо уже соленое. Если соленое, конечно же, добавлять не стоит, да? Соли. Конечно. Если свежее, то солим. С обеих сторон аккуратно намазываем соль, посыпаем точнее. Так, добавляем перец. Дальше по вкусу добавляем перец. Черный молотый у нас сейчас идет. Я еще люблю добавлять. Также мама любит добавлять красный перец. У нас со стринкой он идет. Паприка такая немножечко острая. Ну, можете обыкновенную паприку добавлять. У нас немного острая, поэтому мы добавляем чуть поменьше. Если паприка обыкновенная сладкая, то можете добавить побольше. Чтобы все это быстро, как бы чуть-чуть я добавляю масла, слегка. Ага, чуточку добавляем подсолнечного масла, буквально ложек столовых 3-4. Одну даже. Да. Сейчас все обмажем, чтобы это быстрее впиталось. Да, чтобы быстрее замариновалось. Сушеная зелень. Сушеная зелень. Тоже где-то. Ну, можете даже добавлять сушеную зелень, да? Так да. Отдельно. Ну, любую на вкус. Любую приправу на вкус, да? Но вообще мясо нельзя переправлять, скажем так. Угу. Мясо может потерять вкус свой. Настоящий вкус мяса должен сохраниться, поэтому приправ должно быть прям, скажем, умеренное количество. Да, столько нужно. Все хорошенько мазаем.
теперь мы пока на время ее все это оставляем, чтобы На сторонке. в стороне куда. Ага. И сколько время это будет длиться, пока мы Пока нарежем? будем готовить овощи. Хорошо. Мясо добавляем. Здесь же. Дальше будем приступать к овощам. Так, сейчас будем приступать к зелени и к овощам. Зелень пока положили поверх мяса. Так, у нас овощи готовы. Угу. Что у нас есть, мама рассказывала? Так, тут у нас перец идет. Да. Я оттяну примерно так. Угу. Нарезаем. Вот такие вот среднего размера, да? Угу. Не слишком мелко, потому что когда запекаешь, он может как бы в общей массе Раствориться. Перец же, да, он такой мягкий, он же быстро варится. Поэтому, так как мы запекаем с мясом, мясо готовится в течение часа-полтора, в зависимости от того, какой молодой он или старый. Поэтому, так как мы все это вместе закладываем, перец режем крупно. Ну, вообще здесь, в этом блюде, мы режем овощи все крупно. Помидоры мы порезали тоже дольками. И картошку мы также. Картошка тоже дольками. Вот такими дольками, средними. Здесь все режется крупно и очень удобно для тех, кто спешит либо куда-то, либо поесть. Поэтому не отнимает много времени. Главное, чтобы тут овощи были готовы. Если кто-то помогает почистить, то кто-то быстренько нарезает, то, в принципе, это занимает очень мало времени. А пока готовится, в течение часа, пока готовится, можно приготовить салат, десерт еще можно приготовить. Морковку нарезаем тоже большими. Сейчас я вот покажу. Я вот так нарезаю. Люблю вообще запеченную морковку с овощами. Очень люблю. Ну, кому как. Поэтому люблю, когда она крупная. Тоже отсей такими дольками. То есть большими крупными соломками. Да, чуть крупные соломки, чуть больше, чем на плов. Угу. В 2 раза, наверное, да? Примерно. Вот такие ломтики. В нашем исполнении нет кабачков. Нет места кабачкам, а нет места баклажанам. Да, кабачок, он немножко тоже водянистый. И как бы немножко жиже получается. А здесь овощи как бы сохраняют свою форму. Все очень красиво смотрятся в тарелке. Чеснок. Тоже чеснок особо давить не будем. Его просто разрезаем на несколько кусочков. Тоже вдоль. Угу. Нарезаем. Вдоль. Все дольки в этом блюде должны быть похожи друг на друга. Да, вот как раз таки по форме, да, вот. Смотрите, вот такая долька. Все, то есть длинные. Вдоль разрезаны. Картошку также вдоль порезали. Перец также вдоль порезали. И лук также вдоль. Смотрите, и морковь также вдоль. И лук также мама нарезает. Именно в такой форме, когда она именно вдоль. Так как у нас все овощи практически крупно нарезанные, и лук тоже самый крупно нарезанный. Овощи. Да, так как они будут вместе запекаться с мясом. Значит, приправы у нас практически те же, для того, чтобы, так как они будут ложиться слоями, чтобы в каждом слое был этот вкус. С приправами борщить не будем. Все то же самое, понемножку
опять же, на ваш вкус. Так, соли. Добавляем соль. Добавляем соль. Да, я на глаз примерно добавляю 2 щепотки соли. Достаточно. Так, немного паприки. Определенного времени нету, друзья. Все делаем друг за другом. Поставили мясо, чтобы замариновалось на время. Пока порезали овощи, замариновали. Также сейчас приступаем к противню. Пока будем готовить наш противень, это все как раз таки успеет замариновать. Так, друзья, мы включили газ, разогреваем до 200 градусов. Вот сейчас только включили. Вот наш противень. Сейчас будем застилать на противень вот такой вот бумагу для запекания. Рукав для запекания. Это не реклама, но тем не менее вот есть такая фирма пока. И рукав для запекания. С жаропрочными клипсами. Все сейчас покажем. Так. Примерно отрезали. Вот такой вот кусочек отрезали. Да, вот отрезали. Я одну сторону не раскрываю намеренно, чтобы потом его удобно было закрыть. Значит, располагаю. Кому как удобно, я располагаю вот так по диаметру. Значит, с одной стороны раскрываю немножко. Да, вот такой вот рукав. Сами регулируйте, сколько вам надо. Мы вот именно взяли достаточно длинную, примерно полметра, чтобы... Больше. Да, даже чуть больше. Это 70 сантиметров примерно мы отрезали, чтобы вовнутрь все вошло. И также мы могли закрыть обе стороны клипсами. Из-за этого вот аккуратно вот будем сейчас все класть вовнутрь этого целлофана. Так, у нас идет зелень. Так, почему зелень я делаю в последнюю очередь? Потому что она липнет к рукам, так как там масло, все такое. Поэтому я ее довольно-таки крупными нарезаю и просто посыпаю сверху. Это зелень, не лук, а джусай. Джусай — это растение в основном как приправа, как зелень используется в основном на юге у нас. На юге Казахстана. Да, у нас в западном Казахстане очень качественно ее не знают, можно так сказать. Это бабушка привезла у нас с Алматы, да? Я привезла семена, и мы посадили возле дома, и каждый год она прорастает. Ну, такой же, как зеленый лук, только не такой горьковатый, то есть горечь меньше, да? Горечь меньше и нежный более. Стебли такие нежные вырастают. И очень неприхотливые. Кстати, да, об этом тоже надо сказать, что неприхотливые. Теперь мы берем мясо, наши ребрышки. Так, и аккуратненько, не загибая, ложим выпуклой частью вверх. Выпуклой частью вверх. Это обязательно так, да? Ну, техника такая. Это лично моя техника.
просто чисто делать. Целлофан не будет разрываться, да? Кости, Ну, возможно, да. косточки этого немножко острые тоже, если вверх поднимете, то целлофан можно разорвать. Да, пакетик. Поэтому ложим вниз именно вот таким вот образом. Аккуратно, не сильно. Дугой вниз. Просто немножко распределяя. То есть, по сути, наше мясо и овощи будут готовиться в собственном соку, правильно же? В собственном соку, да. И, значит, мясо, так как находится сверху, он, когда будет вариться, спускать будет свой сок вниз, овощи пропитают, а потом делать вкуснее. Так, берем клипсы. Да, эти клипсы, они уже имеются в этом пакетике, как до этого я показывала. Вот, здесь есть и сами клипсы, и наш рукав. То есть тут такой вот рулон целый, мы оторвали с него, также клипсы имеются. Сейчас мама будет закрывать клипсами. Так, это собираем. Как конфетку. То есть это такая большая конфетка. Да. Скрепляем клипсами. Да, я подержу. Вот, так как я в перчатках немножко неудобно. Надо снять перчатки. Ну ладно. Закончу в перчатках. Как не хочется завязываться. Вот в одну сторону, то есть просто вот. Очень просто. Да. Натягивается. Ума не надо, короче. Очень просто. Берем зубочистку и в нескольких местах протыкаем. Это для чего? Чтобы пар выходил, так? Потому что если не протыкать, может быть давление, оно просто разорваться. Разорвет. Да, разорвет пакет, поэтому мы намеренно делаем. Да, побольше. Это порядка 10 чуть может быть больше. Да, может 15. В зависимости, сколько мяса, конечно. И так как он у нас набитый, да. Вот. Немножко протыкаем. Да, побольше. На сколько минут? На сколько градусов? У нас разогретая 200 духовка. градусов на полчаса, а потом уже уменьшаю до 170 и еще час держу, тогда вообще отменно будет любое мясо. Давайте сейчас проверим. У нас прошло 1,5 часа. Сейчас будем проверять, готово ли, не готово наши ребрышки. Будем проверять, готовы ли наши ребрышки. Определяю просто визуально. Так как у нас ребрышки такого более взрослого барана, поэтому они, видно, будут готовиться немного дольше. Можно определить по тому, как значит, мясо должно собраться вот немножко, и ребрышки должны торчать. Но так как у нас здесь они не торчат еще, стоит их еще немножко подержать. Шовки тоже, да, получается? Они должны, мясо должно немножко отойти от косточек, чуть-чуть. Вот отсюда. Поэтому еще немного ждем. Да. Сколько еще? Мы будем подержим еще полчасика. На медленном огне пускай печется. Хорошо, отправляем обратно в духовку. И там минимально ставим. На минимальном он стоит. 160, да? Нет, меньше даже. 150 можно. 150. Хорошо, на 150 отправляем еще на полчаса. Так, сейчас мы подготавливаем стол. У нас тут что? Здесь у нас малосольные огурцы, домашние. Домашние засолки. Малосольные огурцы. Вот их оставалось немножко, поэтому
Осталось, вернее, немножко тут. Так. Если хотите узнать, как в течение нескольких дней получить такие вкусные малосольные огурцы, пишите, мы вам снимем еще видео. Напишите в комментариях, и мы снимем вам отдельные видео. Так, это у нас домашние огурцы. Так, ну, конечно, на видео не передать их вкус. И запах. Они хрустящие, да. Ароматные, вкусные. Понятно, только. Вот такой К мясу очень хорошо подойдут именно малосольные огурцы, они свежие. Очень вкусные получились. И сейчас к нам подоспеет само мясо. Друзья, сейчас будем открывать. Второй раз уже точно выключили, точно будет готово. Это бесспорно, потому что 2 часа он пробыл в духовке, наши ребрышки, поэтому сейчас уже будем забирать домой. Вау, посмотрите, вот как видите, мясо отделилось от косточек, и косточки вот отдельно вышли таким вот образом. Сейчас это уж точно означает, что мясо приготовилось. Разрежем сейчас. Сейчас разрежем и покажем. Надо быть аккуратным, потому что сейчас резко может пар пойти. Друзья, это красота, это очень что-то невероятно красивое, и безусловно это будет вкусно. Друзья, обязательно порадуйте своих близких таким вкуснейшим блюдом. Если понравился рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не потерять рецепт. Всем говорю до скорой встречи, приятного аппетита и пока-пока.